Победительница прошлогоднего фестиваля культуры и спорта народов Кавказа Чеченская Республика к проведению мероприятий в Грозном отнеслась более чем ответственно. Как и всегда, этот вопрос находился на особом контроле у главы республики. Поэтому результаты впечатлили даже федеральных чиновников, да настолько, что некоторые, в частности министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, решил выплеснуть энергию на одном из спортивных снарядов. Ну и так далее, ладно. Рамзан Кадыров проводил дорогих гостей, среди которых полномочный представитель президента России в СКФО Сергей Меликов и глава Дагестана Рамазан Абдулатипов на стадион имени Султана Белимханова. Официальную часть игр открыли выступления танцевальных коллективов, ну а затем известные чеченские спортсмены вынесли флаг спортивных состязаний. За знаменем последовали и 7 команд-участниц. Друзья, давайте все вместе поприветствуем спортивные делегации республик-участниц фестиваля культуры и спорта народов Кавказа! С приветственным словом выступил глава Чеченской Республики. Фестиваль служит делу укрепления дружбы и согласия между народами нашей страны. Это очень актуально для России. Первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмад Хаджи Кадыров, подчеркивал, что прославлять свой народ нужно достижением культуры, образования, спорта. Национальные спортивные игры, песни и танцы, традиции и обычаи являются частью культуры любого народа. На Северном Кавказе проживают десятки разных народов, у которых много общего. Кавказ высоко ценит мужество, смелость, благородство, и народные традиции помогают воспитывать эти качества. Желаю участникам фестиваля здоровья, счастья и больших успехов в праведных делах, направленных на благо нашего Отечества России. Аллаху Акбар. Уважаемые участники и гости фестиваля, в этом году проходят 5-е Кавказские игры. По кавказским меркам это очень маленький срок, но за этот короткий период игры смогли показать свою значимость с точки зрения демонстрации силы, культурного и физического богатства людей, проживающих в Северо-Кавказском федеральном округе. Через национальные виды спорта этот фестиваль объединяет многонациональные народы, проживающие на Кавказе. Этот фестиваль – уникальная площадка для молодых спортсменов и деятелей культуры, которые, я уверен, будут прославлять и свои республики, и Северо-Кавказский федеральный округ, и нашу Россию на международной арене. К спортсменам обратился и полномочный представитель президента в СКФО Сергей Меликов. В своей речи он поприветствовал участников и гостей и пожелал честной борьбы. Мы все помним, что еще недавно можно было лишь надеяться и верить в то, что на Грозненском стадионе однажды будут организовываться подобные по своему масштабу празднества. Но мужество, самоотверженный труд очень многих людей сделали сегодняшний день возможным. Отмечая всех, кто приложил свои силы к выходу Чеченской Республики на мирный путь развития, мы вспоминаем и тех, кто отдал за это свою жизнь. В первую очередь я говорю об Ахмад Хаджи Кадырове, герое России, подлинном патриоте нашей Родины. Он заложил основу сегодняшней стабильности, сделал единым чеченский народ. Это в очередной раз показал День гражданского согласия и единения, который вчера встречала республика. Именно такой деятельный, созидательный патриотизм необходим сегодня нашей стране. Мы видим, как сплотились жители многонациональной России в последние месяцы, как изменила всех нас и заставила поверить в себя и в свою страну крымская весна. И я искренне надеюсь, что сегодняшний фестиваль своим патриотическим настроением послужит дальнейшему укреплению нашего национального единства. Объявляю фестиваль культуры и спорта народов Кавказа, 5-е Кавказские игры открытыми. После гимна в Российской Федерации и Чеченской Республике подняли флаг фестиваля. У гостей была возможность увидеть и национальные танцы регионов-участниц. Кульминационным моментом стало зажжение символического огня. В этой церемонии принял участие победитель Олимпиады по вольной борьбе Джамал Атарсултанов и воспитанники дзюдо-клуба «Эдельвейс» имени Турпалали Кадырова Ахмад, Али и Адам. Перед началом игр спортсмены и зрители почтили память хоккейной команды «Локомотив», которая трагически погибла в результате авиакатастрофы.
Спортсмены соревновались в традиционных для Северного Кавказа видах спорта. Это легкая атлетика, перетягивание каната, борьба на поясах, лазание по канату, перенос на дистанцию и поднятие тяжестей, а также прыжковое двоеборье, силовое троеборье и стрельба из лука. Всего 12 видов спорта. Для нашей республики 5-й юбилейный фестиваль народов Кавказа, равно как и 4-й, оказался удачным. Большая заслуга в этом тренера команды. Уже второй год ребят готовит помощник министра спорта Ибрагим Бачаев. И второй год подряд наша сборная одерживает победу на популярном фестивале. На этот раз чеченские спортсмены оказались первыми в соревнованиях на ходулях, армрестлингу, легкоатлетической эстафете и поднятию тяжести. Кстати, в этом виде спорта вот уже 3-й год выигрывает тяжелоатлет из Урус-Мартана Магомед Башир Миржоев. В мини-футболе наши игроки проявили себя, выйдя в финал, но, к сожалению, фаворитам прошлогоднего фестиваля, дагестанским футболистам, сегодня повезло больше. Игра завершилась их победой. Счет 2-1. Завершающая схватка – перетягивание каната, и здесь лучшими оказались чеченцы. Но то, что первое общекомандное место завоевала наша сборная, было известно еще задолго до последнего конкурса. Чечня досрочно стала победительницей фестиваля культуры и спорта народов Северного Кавказа. Второе место у Дагестана, третье заняла Кабардино-Балкария. Примечательно, что такой же результат у этих команд был и в прошлом году. Адам Хаджиев, Магомед Сулейманов, Новости 7.